Ганна Главари. Молодая вдова получает в наследство от погибшего мужа 20 миллионов. Развеять тоску женщина приезжает в Париж. Рой поклонников и воздыхателей устремляются за красавицей. Каждый мечтает заполучить ее деньги. Когда речь идет о финансах, когда речь идет о больших деньгах, всегда очень много суеты, очень много интриг, очень много каких-то событий, которые происходят вокруг вот этой вот всей возни. «Веселая вдова» – оперетта в 3 актах. Впервые она была поставлена в Венском театре «Андервин» 30 декабря 1905 года. В Кишиневе ее премьера состоялась 30 ноября 2012. Теперь и тираспольчане получили возможность насладиться не только ее интересным сюжетом, но и игрой профессионалов. Красиво поют, танцуют и играют. Считаю, что очень талантливый коллектив. Буду ходить на все их выступления. Во-первых, живая музыка, то, что оркестр. Это не всегда бывает. Ну и оперетта к нам почти не приезжает в Тирасполь. Мы просто изголодались по ней. Прекрасный спектакль, хорошие актеры, музыка, все на высоком уровне. Хынчешты, Бельцы, 12 спектаклей в Кишиневе. Где бы артисты ни выступали, залы даже в 1000 мест каждый раз переполнены. 110 человек, актеры, танцоры балета, симфонический оркестр. Все они работают как один слаженный механизм, чтобы дарить зрителям ощущение праздника. Здесь только лучшие солисты театра. За плечами каждого большой творческий опыт. Михаил Тимофти на сцене с 1965 года. В спектакле он играет пожилого секретаря, любителя пошутить. Это секретарь посольства, очень умный, очень хитрый, немножко в возрасте. Он помогает влюбленным. Сами артисты признаются, что хоть большой актерский опыт и позволяет чувствовать себя легко на сцене, выступать в гостях для них почет и большая ответственность. Анна Шерпул, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский.